Ярослав, он был всегда прямолинейным, честным человеком, открытым, добрым. Ну, это его самые яркие черты характера были. Он был начитанный, образованный, у него было 2 высших образования, хорошая работа. Много целей было в жизни, очень интересным был человеком. Для всей семьи это была большая опора, и сейчас это, конечно, большая потеря. С Нижнего Бестяха у нас 4 детей в семье. У меня есть старшая сестра, получается, потом я, он 3-й ребенок в семье, еще младшая сестра есть. Простая семья, тогда отец был водителем, мама тоже там работала в транспортном предприятии в детстве. Ну, потом отец в МЧС работал и так далее. Школу, когда закончили, я поступил в Академию водного транспорта в Новосибирске. Брат хотел стать военным офицером, хотел служить в спецназе и поступал в Новосибирское высшее военное командное училище, но он не прошел, ему предложили другую специальность, он отказался, потому что это была принципиальная его мечта. И, собственно, раз не получилось, он решил стать моряком, поступил на судовождение, на судоводительский факультет. По окончании немного там поработал в морях, в Японии, Турции, ну, в общем, много где в мире побывал, но не нашел себя там и не понравилось ему, он вернулся на родину, работал так же, как и я, в Нижнем Бестяхе. В СВФУ, параллельно, когда уже работал, получил 2-е образование юридическое. Работал на транспорте, у него был небольшой свой бизнес, также ИП, и работал в организации в речном порте Якутске, и в ассоциации АЯМ работал. Когда все это началось на Украине, то есть мы с братом об этом разговаривали, мы решили, что пойдем вместе, что для нас это было принципиально. Потому что для нас это, я не разделяю Украина, Белоруссия, Россия, у меня нет такого, для меня это все Россия. Ну и брат также. Когда была мобилизация, я попытался без него уйти, меня мобилизовали, но так как я не служил в армии, меня вернули обратно, он тоже в армии не служил. И он сказал, что он тогда пойдет добровольцем. Когда я вернулся оттуда, меня с Хабаровска, с военной части вернули домой, и он решил, что все равно пойдет. Я ему сказал, подожди, там возникли определенные обстоятельства, мне надо было задержаться. Я его попросил подождать, и он сказал, что ждать не будет. Он долго выбирал именно подразделение, в котором хочет служить. То есть дело было в том, что он хотел именно воевать по-настоящему, как в его понимании. То есть он изучал, какие в России есть добровольческие подразделения, что будет там пойти через Министерство обороны. Он методично к этому вопросу подошел, и его выбор пал на полк Ахмат. Он всем позвонил, родственникам, в тот момент в Нижнем Бестяхе только я и он проживали. Меня тоже предупредил об этом, что он поедет в Грозный сам. И, я ему объяснил, говорю, ты понимаешь, я уже тоже ознакомился с деятельностью этого подразделения, что он мог не вернуться. Я ему об этом открыто говорил, и он все прекрасно понимал. То есть осознанно этот шаг пошел. Несмотря на это, конечно, умирать или еще что-то, просто каким-то фанатиком он не был, он девушке предложение сделал, хотел по окончании контракта вернуться, и жениться на ней. То есть умирать он точно не хотел. И 4 ноября он улетел в Москву, там у нас мама на лечении находилась, там сестра старшая живет. Побыл там пару дней и отбыл в город Грозный. Из Грозного их отправили в Гудермес, в университет, Российский университет спецназа. Там в Гудермесе таких добровольцев, как он, было много ребят, и им показывали видео различные, что там на самом деле, то есть то, чего, возможно, мы не видим в СМИ, то есть то, что, скажем так, неприглядная картинка, да, это все-таки война. И была возможность развернуться и уехать. Он позвонил мне, сказал, я все увидел, я все понял, но я остаюсь. То есть половина ребят говорит, никто никого не осуждает, сели в автобус и уехали, он решил остаться. 10 ноября он со служивцами вместе отбыл в город Ростов. И с Ростова уже он в ту же ночь, я, насколько знаю, пересекли границу через Луганск и попал в Попасную. Ахмат выдвигался, и работал по направлению Солидара, Белогоровки.
ЧВК «Вагнер» с ними там базировались рядом, они выдвигались в Бахмут. Ну, то есть постоянно с ними во взаимодействии. Ну, много рассказывал, когда выходил на связь, то есть он выходил на передовую на 10 дней, и потом на 2 там, дня их подпускали, он в Попасной находился, там был на связи, звонил, рассказывал все. Давай, давай, жирафа! Гуляем! Давай, братья! Да. О! Охватило! Я пойду. Да, иди. Аккуратно. Надо просто знать было его, что он такой человек был, который никогда не жалуется. Ну и звонил он только мне, и никому из семьи больше не звонил, все переживали сильно. И как бы он, как сказать, через меня со всеми общался. То звонил только мне, то есть говорил, что там ну, непросто. Что рассказывал там истории различные, ну такие тяжелые, что ну и в контактный бой вступали там, и ну, конечно, и потери есть тоже. И, ну, все рассказывал. Война, на самом деле, ну, я понял, что слов, что там, ну, ничего хорошего вообще. Вот. А потом, 24 декабря, последний раз с ним разговаривали, он сказал, что он стал штурмовиком, что, ну, что он чувствует, что может, что он сам хочет быть штурмовиком. Ты что стоишь? Иди туда, давай! Бери позицию, гаси! Туда, так не стреляй там дальше, эй! Эй! До этого он вышел как раз с Берестовой, он там рассказывал, что 10 дней, говорит, им ну, головы поднять не могли, нас, говорит, били со всего. Ну, мы, говорит, конечно, тоже. Рассказывал, что там украинцев нету. Что, говорит, ну, мы, говорит, воюем с кем? В направлении Берестовой, там, ну, говорит, украинцев нету. Говорит, ты не думай, мы, говорит, с украинцами не воюем. Тут грузины, англичане, говорит, кого только нету, радиоперехваты, говорит, ну, нету. Русской, украинской речи нету. Ну и когда мы заходим на их позиции, то есть там, говорит, за вагнерами мы зашли, там ребята, говорит, хорошо отработали, мы накаты отбивали. Ну, тел украинцев не было. Что, говорит, только не было, и там и афроамериканцы, и все, говорит, и ну, документы соответствующие. Вот, и он сказал 24 декабря мне, что ну, скоро будет, говорит, ну, операция будет. Я, говорит, я не могу сказать, что. Но в ближайшее время, как бы, говорит, начнется, тут, говорит, операция, будет наступление. 28 декабря он получил ранение в бою. Есть от сослуживцев потом видеозаписи, ну, у меня они есть. Он повел группу штурмовую, отправили на штурм, он был старшим штурмовой группы в тот момент уже. Он первый убежал на штурм, и ну, там, не знаю, что это, ошибка была, и ну, их встретили там, и сослуживцы вытащили его. Раненого оказали первую помощь, но отправили в госпиталь его раненого. А он 4 января погиб, ну, умер в госпитале города Луганска. У нас такая семейная черта, мы люди прямолинейные. Но я ему говорил, чтобы он берег себя, конечно. Ну, вышло то, что вышло. А он по-другому бы и не мог поступить, он такой вот был. Это же понятно, что сейчас происходит. Что, я не знаю, это исторически каждый раз повторяется. Был 1812 год, был Наполеон, когда, ну,
Там нас, наверное, в школе учат, там Наполеон, французы, но там же не французы были только. Там вся Европа пришла захватить Россию. Был 41 год, и там тоже были не только немцы. И знаете, они там сегодня воплощают всю ту идеологию, с которой мы не согласны. Фашизм там воскресили, пытаются точнее, да. Бандеру там прославляют, Шухевича. Это преступники международного уровня. И все ребята, которые туда уходят, они, я не знаю, это воины света, наверное, они борются с реальным злом. Для нас, то вот как мы видим все, вот мировосприятие нас, россиян, но это зло. И, к сожалению, с ним не получится договориться. Его только придется уничтожить. Родственникам, желаю сил, терпения. Кто-то, к сожалению, должен сделать эту работу. Тут как бы, оно само по себе, знаете, не рассосется. Это по-любому должен кто-то сделать. Остановить эту угрозу. Это угроза России, угроза россиянам, угроза нашему будущему. И когда все это происходит, мы отправляем туда наших воинов, уезжают они. Надо смотреть на наших детей, это их не защищает, их будущее.